каждым днем все ближе голосование по поправкам в Конституцию. Жителям нашей республики и всей страны предстоит сделать ответственный выбор и отдать свой голос за изменения в закон Российской Федерации. Многие надеются, что эти поправки помогут улучшить различные сферы жизнедеятельности и, в частности, дадут толчок для развития нашего региона. 75-я статья. Уважать труд граждан. По этой статье минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. Мы защищены. Никакой руководитель не имеет права ставить зарплату ниже. Поэтому я думаю, что это для общества очень хорошие изменения. Индексация пенсии, индексация пособий – это же нормальное явление. Поэтому думаю, что 25 числа люди придут на избирательные участки и отдадут голос за эти изменения. Я призываю граждан города Сунжа, чтобы пришли на избирательные участки и проголосовали. Семейные ценности, социальные гарантии, качественная медицина и многое другое. Всего на голосование будет вынесено 206 поправок в Конституцию России. В одной из них говорится о закреплении в основном законе понятия о Боге. Касаемо этого свое мнение высказал ректор Исламского института Джабраил Махлоев. Считаю правильным, чтобы понятие Бога было. Это значит уже что признавание, что единобожие, что единый Бог – это Аллах подразумевается. Если в поправках будет что понятие Бога, если каждый человек понимает, что единый Бог, что Он один, я думаю, лучше будет для всех. В частности, молодежь республики интересует изменения в статье 114, поддержка волонтеров и НКО, а также ответственное отношение к животным. Направление в волонтерстве и защиты животных, оно не развивалось и было принято в 90-х годах. Например, федеральный закон о защите животных от жестокого воздействия был принят в 1999 году, более 20 лет назад, и не претерпевал серьезных изменений. Закрепление данной поправки о защите животных в Конституции благоприятно бы отразилось на его развитии. Голосование стартует 25 июня и продлится до 1 июля этого года. Каждый гражданин России сможет прийти на избирательные участки и отдать свой голос за поправки в Конституцию России. К слову, в городе Сунжа будет функционировать 8 избирательных участков. Многие из них подготовились заранее к приходу избирателей. Мы установили свои кабины, стоит у нас вот ящик для голосования, места для комиссии мы подготовили комнату для именно матери ребенка у нас, комната для медицинского работника, который должен контролировать больных. При входе у нас на столе должны будут стоять дезинфицирующие препараты, термометр, который будет выявлять больных именно заболеваниями. Как вы видите, вот все уже на месте вроде бы. Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство – фундамент, на котором стоит наша страна, считают эксперты и общественные деятели. Поправки в Конституцию предполагают укрепить это основание и отразить возросшую роль России в современном мире. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.